Здравствуйте, уважаемые башкортостанцы. Сегодня мы с вами сходим в музей. Здесь есть такой уникальный музей в городе Вильнюс. Называется он музей оккупации. Это единственный музей на всем постсоветском пространстве, который рассказывает о советской оккупации некогда независимого государства Литвы. И находится он не в обычном здании, а в здании бывшего Комитета государственной безопасности. И говорят, что там атмосфера на сегодняшний день сохранилась точно такая же, какая была на момент падения советского режима. Давайте сейчас все вместе сходим, посмотрим. При подходе к зданию вот такой вот обелиск жертвам советской оккупации. Здесь вот живые цветы. Литовцы очень трепетно относятся к своей независимости, помнят всех героев, кто пал при защите своей независимости. Вот это здание бывшего КГБ. Здесь находится музей. Сейчас мы пойдем туда и все сами посмотрим. Вот мы подходим к музею. Такая табличка здесь на литовском и английском языках. Вот само здание. Заходим. Так, вот мы зашли в здание. Подъем по лестнице вот такой вот. Здание очень старое видно. С левой стороны здесь вот фотографии всех, видать, репрессированных, осужденных, кто здесь находился. Как нам сказали, начинать лучше с подвала. Поэтому пойдем в подвал и посмотрим, что же там. Вот здесь специально все оставили так, как было на момент падения советской власти. Вот обшарпанные стены. Такая мощная массивная дверь. Отсюда, видать, смотрели, кто сюда заходит. Итак, такой длинный коридор. С левой стороны у нас здесь две камеры. Называется карман. Маленькие камеры. Здесь, видать, временно содержали, наверное, арестованных. Камера. Так, первая комната. Это дежурная часть. Здесь находились дежурные, которые заступали на смену. То есть у них пульты все здесь, телефоны. Такие вот остались. Еще раз повторяю, здесь все осталось, как было при советской власти. Камера напротив. Это камера допросов, говорят. Здесь допрашивали с пристрастием, так сказать. Дальше следующая комната, где переодевались чекисты, КГБшники. Можно вот посмотреть. Отличительная особенность КГБшников была синие знаки отличия на петличках и на фуражке. Это именно говорило о том, что это чекисты, КГБшники. Здесь вот портрет Дзержинского, Ленина, советский герб. Пойдемте дальше. Здесь фотографировали осужденных, кого только прибывших. Вот такой вот фотоаппарат. Двери все массивные. Так, дальше. Первая камера. Здесь вот камера, где содержались два известных предводителя
литовского сопротивления, так называемых лесных братьев. Это Адольфас Раманаускас и Жонас Земайтис. Это вот два таких генерала, великих, известных. Они оба содержались в этой камере. Их когда поймали, арестовали. И оба были приговорены к расстрелу. Адольфас Романаускас был расстрелян в Бутырской тюрьме в Москве, а Жонас Земайтис был расстрелян здесь. Оба они, еще раз говорю, находились именно в этой камере. Пойдемте дальше. Это обычная камера, вот стандартная камера, двухместная. Такие вот тумбочки, табуретка. Это вот место, куда ходили по нужде. Такая камера. Пойдемте дальше. Так, вот эта камера, это жертвам еврейского народа, Холокоста. Здесь, помимо советской оккупации, несколько лет во время Второй мировой войны была немецкая оккупация. И здесь уничтожили очень много евреев. Вот эта камера посвящена именно жертвам еврейского народа. Они, к сожалению, пишут, что часть литовцев участвовала в этом, в уничтожении евреев, что они об этом сожалеют. Вот евреев увозят. Такие фотографии. Оккупация, она выглядит вот так вот. Вот людей увозят в вагонах. Вот вещи отобраны у евреев. А вот женщины стоят перед расстрелом на краю вырытой могилы. Так, пойдемте дальше. Еще одна двухместная камера. Вот такая вот кормушка. Здесь камера посвящена цыганам, которых точно так же немцы уничтожали. Их тоже считали как низшей касты, скажем так, людей. И вот здесь фотографии уничтоженных фашистами цыган. Такая камера. Здесь сидят. Так, это туалет. Вон какой длинный коридор. Здесь все, и вот все здесь в камерах. Представляете, сколько людей здесь содержалось? Так, это посетитель здесь. Эта комната вот посвящена священнослужителям, которые были здесь осуждены, находились здесь в застенках, репрессированы, расстреляны. Женщины, мужчины, лютеране, в основном католики, которые не отрекались от своей веры и были вот советскими войсками репрессированы. Ну, мы знаем, что всех священнослужителей, будь то оно православные или муллы наши мусульманские, все были уничтожены. Церкви разрушены, мечети разрушены, осквернены многие из них. Вот здесь 4 ихних главных священнослужителя. Вот они. Свеча такая здесь красивая.
Ее, видать, зажигают, наверное, в памятные дни. Вот эти люди все были уничтожены здесь. А вот здесь телевизор, экран, где показывает, что сюда приезжал Папа Римский. Вот он зажигает как раз эту свечу. Пойдемте дальше. Это вот 4-местная камера. А это вот мы подходим к одной из самых страшных камер, которая здесь располагалась. Мягкая, так называемая мягкая камера. Она полностью обита материей, очень толстой. Вот такая вот. И пол тоже весь мягкий, и стены все мягкие. Сюда помещали людей, которые уже надломлены были психически или готовы были совершить самоубийство, лишь бы как бы не попадать в руки советской власти. Вот на них надевали вот такие смирительные рубашки. И они здесь находились месяцами, ломали ихнюю волю, чтобы они сломались. И камера закрывалась, и не слышно было ни звука вообще. То есть люди здесь кричали и ничего не могли поделать. Вот такая камера. Специально ломали людей. Дальше следующее. Здесь такой есть специальный коридорчик, где находился постоянно дежурный, круглосуточно, посменно. Он вот здесь, у него пост такой был. Здесь вот темно, конечно. Вот он здесь находился. У него 3 окошка. Спереди, слева и справа. И наблюдал он за камерами, которые расположены слева и справа от него. Вот. Чтобы никто туда не подошел, ничего не передал, чтобы не было побегов. Ну и за улицей наблюдал, соответственно. Такой пост. Это мы подошли к душевой кабине. Здесь принимали душ заключенные. Здесь находятся изоляторы, куда посещали те, кто нарушал режим. То есть 15 суток изолятора давали, там 10 суток изолятора. В этих камерах нету ни сиденья, ни столов, ничего. Только бетонный пол. В таких условиях находились штрафники, скажем так. Кто нарушал здесь режим. Ну или кого ломали, пытались сломать. Это туалет. Так, ну и вот мы подходим к концу коридора. Такая, вот здесь библиотека находилась. Здесь, говорит, была библиотека, и сюда приносили книги, только специально отобранные, идеологически отобранные книги. И вот мы подошли к концу коридора, где эта дверь не родная, здесь ее не было раньше. Эту дверь привезли из тюрьмы, куда дальше арестованные отсюда переправлялись. То есть это как бы символизирует, что следующий этап была тюрьма после вот застенок КГБ. Вот она, эта тюрьма. В Литве находится тоже. Вот такая вот. Ну и здесь на стене расположены фотографии убитых повстанцев, лесных братьев, кто воевал против советской оккупации. Страшная картина, конечно. Расстреляны
Специально оружие ложили возле них. Так, ну и сейчас мы пойдем, выйдем во внутренний дворик, куда выводились осужденные, ну, заключенные здесь для прогулок. С этой стороны ворота. Вот такой вот дворик внутренний. Внутри такие камеры. Здесь можно было сидеть, а небо в клеточку, скажем так. Здесь вот на свежий воздух их выводили. Час прогулки ежедневно. Такие вот. Вот они однотипные. Ну и пойдем дальше, посмотрим. Здесь самое страшное место этой тюрьмы. Тут коридор вверх, мы здесь дверь поставили. Вот спуск в подвал идет. Здесь постелили стеклянный пол, чтобы видеть, в каком состоянии были полы на тот момент. Бетонные залитые полы вот такие вот. Здесь вот чью-то обувь оставшую, ну, арестантов, наверное, оставили. Здесь показывают, из какого камня была сделана тюрьма. Скелеты оставшихся людей, останки. Фотографии с черепами людей, именно застреленных в голову. Видно, да? Прям затылок застрелили одного. А это фотографии людей, которые здесь, известных людей, которые здесь содержались, видать. Да. Здесь, по-моему, в этом месте стреляли, наверное, людей. Так, я так понимаю. А вот здесь, на этом стенде, фотографии всех начальников тюрем, которые руководили этим зданием КГБ, ну и самой вот этой тюрьмой, которая здесь располагается. И говорят, вот этот вот Иванос Ткаченко любил лично расстреливать людей и убил больше сотни. Хотя это, конечно, не его обязанность. Харченко Степан, вот он. Хотя это не его обязанность, но стрелять он любил лично сам. Такая камера. Здесь подвал, подвальное помещение. Полы. А здесь идет фильм «Чекист» называется. Знаменитый фильм про чекистов. Кто не смотрел, посмотрите обязательно. Фильм рассказывает, как именно чекисты убивали людей, расстреливали. Страшное, жуткое место.
Пойдемте дальше. Итак, мы находимся на первом этаже, точнее, музея. Здесь вот книги. Пойдемте посмотрим. Так, эта комната посвящена здесь рассказывается о пакте Молотова-Риббентропа, который разделил Европу. По этому пакту к нему было дополнительное соглашение заключено, которое разделяло Европу между СССР и Германией фашистской. Эстония, Латвия, Литва отходили в сферу интересов Советского Союза. И как раз они и ввели войска в эти страны и оккупировали их в 1940 году. Советские деньги. Это литовские деньги. На тот момент были такие. Конституция Литовской Советской Социалистической Республики. В 1940 году произошла оккупация. И, естественно, сразу же были арестованы все люди, антисоветские элементы, кулаки, интеллигенция, аристократия. Всех высылали тут же в концлагеря. Это рассказывается здесь как раз об этом на литовском языке. А это уже когда произошла уже оккупация немецкими войсками, когда началась уже Вторая мировая война. Пойдемте дальше. Вот шинель, типичный шинель чекиста тех времен. Это лесные братья. Вот эта комната посвящена именно лесным братьям. Или по-другому назвали Свободной армией Литвы, которая боролась за независимость советской оккупации. Долго они боролись. После того, как фашисты ушли, а советские войска вошли вновь в Литву, с тех пор здесь лесные братья до 59 года, до 69 года они здесь воевали. Вот это шевроны отрядов лесных братьев. Заметьте, да, что волк, на многих есть волк, как и у башкир. Волк тоже это тотемное животное. Это погоны, это знаки различия с желудями. Литвос партизанос. Такие нашивки. Вот сами лесные братья. Это оружие. Гранатомет времен Второй мировой войны. В таких бутылках вот носили пули, боеприпасы, чтобы они не засырели. Фляжка. Пистолет вот такой вот. Автомат времен Второй мировой войны. Ну и одежда, форма, обмундирование литовских военных. Здесь фотографии всех известных литовских офицеров, которые воевали с советскими оккупантами, с советской властью. Показывает, как их тут инструктировали свои командиры. Если посмотреть так, то достаточно такая серьезная армия была. Обмундирование у всех было, оружие.
Фотографии реального боя. Сверху, снизу вот стоят ребята. Стрельбы, учебные. Так, в следующую комнату заходим. Вот этот вот стенд рассказывает о том, что после войны все разрозненные литовские отряды лесных братьев пришли к мнению, что нужно объединять усилия, и был созван съезд всех командиров литовских отрядов, вот этих лесных братьев. И они создали такой меморандум, в котором объявили о том, что они будут до конца бороться с советской властью. Вот они, командиры литовских отрядов. И выдвинули своего генерала. Вот он, Жонас Зимайтис Витаутас. Он был признан лидером. И они объявляли о том, что это на тот момент единственная власть в Литве, законная, которая будет бороться до демократических преобразований. И в 2009 году вот этот вот Жонас Зимайтис Витаутас был официально назван президентом, первым президентом, не первым, а президентом Литовской Республики. Ну, здесь рассказывается вот о быте литовских лесных братьев. Вот. Очень много фотографий, очень много осталось, скажем так, хроники тех времен, письма, грамоты собственноручные. Это радиосвязь с аккумуляторами. Видите, да? Аккумуляторы, радиосвязь, радиопередатчики. Здесь форма зимняя, маскировочная форма летняя, белая. Вот так она выглядела на литовских братьях. Зимой практически незаметны. Здесь карикатуры на советскую власть. Вот Сталин. Так, здесь рассказывается о женщинах, которые входили в партизанские отряды. Вот они. Пойдемте дальше. Так, эта комната рассказывает о советских военных КГБшниках. Вот эта форма советского военнослужащего. Это такая вот дубинка была. Голову, видать, ей разбивали. Наручники. Форма высшего офицерского командования чекистов. Шинель. Принадлежит она Алфонсас Гайлевичус, генерал КГБ. А вот высшее командование КГБ Литовской Республики, которые руководили уничтожением повстанцев литовских. А вот здесь вот они, отряды ихние, чекистов.
Постановление ЦК КПБ Литвы от 24 июля 1944 года о создании истребительных батальонов НКВД на территории Литовской Советской Социалистической Республики, освобождаемые от немецко-фашистских захватчиков. То есть и рассказывается здесь о том, что нужно уничтожать литовских партизан. Вот они. Так, а вот здесь вот уже показаны убитые литовские партизаны. Была такая форма устрашения, когда убивали в боях литовских партизан, лесных братьев, и привозили их в населенные пункты и специально на видные места ложили, тем самым нагнетая страх на жителей, чтобы они не помогали. Пойдемте дальше. Так, ну на этом этаже все. Пойдемте на второй этаж посмотрим. Вот, заметьте, здание какое было, как бы. Пойдемте на второй этаж. Здесь вот на стене большим крупная карта СССР. Вся она полностью черная. Точнее, да, Советского Союза. И Литва вот выделена здесь красным цветом. Маленькая такая. Масштаб СССР, представляете, да? Так, еще раз. Где-то здесь Уфа должна быть. Оренбургас. Вот Уфа. Республика Башкортостан, столица. Даже Ишимбай есть. А это здесь указаны все концлагеря. Кстати, возле Ишимбая, возле Таратау был такой один из лагерей. И он там указан как раз. Так, вот второй этаж. Начнем вот с этой комнаты. Здесь рассказывается... Сразу такой крупный план заключенного. Здесь как раз рассказывается о людях, которых отправляли в концлагеря, в ссылки. Вот таких вагонах их везли. Здесь атрибутика, одежда ссыльных, вещи ихние. Это, видать, открытки, которые они написали там. Такая вот рубашка интересная. Женская форма. Ботинки, чемодан. Вот форма заключенного. Е969. Кирзачи стоят стоптанные. Ну и здесь вот показаны фотографии, быт заключенных, спецпереселенцев. То есть как они работали. Вот здесь на шахте вот они работают, получается. Женщины в полях. Вот, пожалуйста, концлагерь. Что-то на Шихан на наш похож, да? Как будто в Башкирии. И написано, Колыма это. Нет, не Башкирия. Такая вышка. Ну и здесь вещи заключенных. Собственноручно изделия, сделанные. Письма. Такие книжечки делали из бересты.
Письма заключенным. Номера. Так, ну здесь все. Пойдемте дальше. Так. Следующая комната. Это комната связи. Здесь рассказывается, показывает быт КГБшников. Форма капитана КГБ. Это дежурка, где... точнее, не дежурка, это комната, где прослушивали телефонные разговоры, радиоперехваты КГБшники. Вот видите, сколько аппаратуры прослушивающей. Телефон вот такой. Вызов диспетчера, нажми рычаг вниз. Вот сидит КГБшник, слушает. Правила проведения мероприятия ЛИТР ВН. Мероприятие ЛИТР ВН относится к особо засекреченным методам работы органов государственной безопасности. Настоящее правило имеет своей целью сформулировать основные требования. Так, проведение мероприятия ЛИТР ВН в гостиницах. Это как ставить подслушивающее устройство в гостинице. Вот смотрите, пункт 1. Перед проведением мероприятия в гостиницах сотрудник службы ЛИТР ВН обязан осмотреть номер объекта и проверить состояние мест заделки техники. Вместе с суперработником, обслуживающим гостиницу, и сотрудником оперативного отдела, которым поручено наблюдение за объектом, определить наиболее рациональную расстановку мебели и подобрать необходимое освещение. 3 пункт. До вселения объекта в номер сотрудник литерной службы должен лично установить оптические приборы и подробно проинструктировать оперативных работников, которые будут проводить наблюдение, обратив особое внимание на следующее. Ну и дальше там. То есть это вот в гостиницах ставили подслушивающие устройства, видеокамеры и следили за людьми. Вот так вот они работали. Вот здесь даже звук такой есть. Ну, как всегда, Дзержинский портрет. Здесь вот. Слышите, да? Специальный фон того, как людей слушают. Пойдемте дальше. Здесь стенд, посвященный чекистам, Хрущев, вообще всем коммунистическим вождям. Это съезд Литовской партии, Ленин, Сталин. Вот они. Слава коммунистической партии Советского Союза. Все высшее руководство сидит. Литовская. Ну, это, видать, высшие чиновники Литовской коммунистической партии. Здесь вот большой такой стенд. Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками. Феликс Эдмундович Дзержинский. Ну, насчет чистыми руками я, конечно, бы не согласился. Руки у них все в крови по локоть, а то и по самые плечи. Вот. Это здесь фотографии переодетых чекистов, КГБшников. Вот они. Вот так вот переодевались. Якобы отдыхающие. Тут с ребенком. Тут художник, рыбак. Так они наблюдали. Вот они. Здесь рассказывается о скрытых системах наблюдения, то есть скрытые фотоаппараты. Вот они. Вот смотрите. Ремень. Подслушивающее устройство одеты на человека. Женщина. Вот смотрите, да? Видеокамера какая маленькая. Так, пойдемте дальше.
Эта комната здесь посвящена документации. Вот это вот книги, которые изымались при посылках, за рубежом, в Европе, в Западной Европе находилось очень много литовцев в миграции, как сейчас я нахожусь, да, например, допустим, вот то же самое. И они печатали свою литературу и отправляли своим братьям в Литву. Это вот эта вся литература, которая попала в руки чекистов. Это она изъята вся в советские времена. Здесь аппаратура какая-то. Здесь инструменты, которые использовали чекисты, камеры. А вот этот вот предмет, с помощью которого в письмах, в посылках обнаруживали металлические предметы спрятанные. Так проводили как-то там через него и обнаруживали. Это личные дела, письма, рапорты. Смотрите, все фамилии запрятаны. Рапорт от кого-то, агент такой-то, вырезано. Угу. Печати КГБшников различных отделов. Пойдемте дальше. Так, вот эта комната тоже посвящена спецпереселенцам, кого переселяли, насильно увозили. Пила, которые пилили, вещмешок. Тут отмашки, сетка, специальная одежда, головной убор. Шуба вот такая. Кладбище. Поселенцев, спецпереселенцев. Таких спецпоселений и в Башкирии, конечно, много было. Вот их увозили по всей России, раскидывали. Крест вот такой. Миниатюрный такой вот обелиск с крестом. Люди, участвующие в переселении литовцев, офицеры КГБ. Рапорт. Согласно вашего распоряжения от 19 сентября сего года я, подполковник Юдин, выезжал в город Иркутск в качестве начальника эшелона номер 97-331 со спецпереселенцами, 979 человек, которых сдал органам МГБ на станции Черемхово Иркутской области и в Иркутске-2. За период следования эшелоном до станции Иркутск-2 никаких происшествий не произошло, за исключением один человек умер по болезни и родилось в пути следования 2 человека. По эшелону список спецпереселенцев на 30 листах и акт сдачи спецпереселенцев на первом листе прилагаю. Замначальника тюремного отдела МВД Литовской ССР подполковник Юдин. Вот такие вот. Вот семья с детьми переселенцев. Вот людей привезли. Видно, вышка стоит, забор. Так вот людей брали, час времени на сборы и эшелонами просто вывозили за тысячи километров, за десятки тысяч километров
от родины. И десятилетиями они там находились. Здесь вот какая-то азиатка, может и башкирка даже. Вот они работают. Лес, вот лес пилят. И женщины на лесозаготовках. Вот мужчина работает. Здесь что-то собирает, мед, наверное. Тут вообще вот в тундру отправили северные олени. Успешно выполним план, дадим больше живицы нашей стране. Благодарность Чунский химлесхоз, Иркут химлес за самоотверженный труд в лесу по добыче живицы в сезон 1950 года и за активное участие в социалистическом соревновании за досрочное выполнение плана. Дирекция Чунского химлесхоза Треста Иркут химлес выражает товарищу, и какой-то там фамилия у него, благодарность. Вот так вот, вот женщины на стройках. Да уж. Да здравствует 1 мая, международный праздник трудящихся всего мира. Так, здесь уже более современные. Вот здесь находились, видать, ихние у КГБшников противогазы. Это вот советские войска стоят напротив демонстрантов литовских. Это уже послевоенное советское время, когда уже лесные братья все были уничтожены. Но литовцы продолжали сопротивляться. Это вот сидит здесь аппарат, я не знаю, там то ли высшего руководства Литовской ССР, то ли чекистов. Торжественная клятва молодого чекиста. Я, такой-то, такой-то, вступая в ряды сотрудников органов государственной безопасности перед лицом ветеранов, перед памятью чекистов, павших в борьбе с врагами, во имя торжества коммунизма, торжественно клянусь через всю жизнь с честью нести высокое звание чекиста, быть бдительным, храбрым и дисциплинированным воином, самоотверженно защищать интересы коммунистической партии советского народа, вести неустанную борьбу с происками империалистических разведок, крепить и развивать боевые традиции ВЧК КГБ. Подпись офицера. Такие клятвы приносили чекисты, а потом уничтожали простой народ. Людей без разбора, женщин, детей. Памятка молодому чекиста. Личное дело. Личное дело агента. Архив КГБ Литовской ССР. Телефоны стоят. Криминалистические правила обращения с анонимными антисоветскими документами при их обнаружении и получении соответствующих образцов для сравнительного исследования. Осмотр места происшествия по делам о распространении антисоветских анонимных документов. Наручники. Такие наручники. Печати. Вот этой вот штукой снимали отпечатки пальцев, сперва мазали. Мажут отпечатки пальцев, а потом на бумагу перекладывали. Такой вот аппарат. Это вот изъятая литература. Или нет? Ну, не знаю, на литовском языке написано. Так. Дальше. Еще одна комната, посвященная... Но здесь уже точно чекисты. Все КГБшники, секретариат, написано вот на литовском. Партийс комитету секретариат. Вот они. Пирменинкой. Чекисты. Офицерский состав. ВЧК КГБ 50 лет. Это получается 67-й год, да? В 17 году был создан. Вот они. 60 лет ВЧК КГБ. Вот форма ихняя. Чекистов. Здесь вот тоже рассказывается о главных чекистах, о высшем руководстве вообще.
Вот Дзержинский сидит и члены коллегии ВЧК. Это одна из первых фотографий чекистов. Такой вот уникальный музей, да, КГБшников. Вот они здесь. Вот люди, которые сотрудничали с чекистами. Сейчас они все опозорены в Литве, подвержены люстрации. Также ждет это всех тех, кто и в Башкортостане сегодня сотрудничает с полицией. Рано или поздно всех накажем. Ко всем придет люстрация. Грамоты различные. В общем, одни чекисты, одни менты. Так. Здесь еще одна комната. Тоже спецпереселенцам. Вот такой вот большая фотография барака. В таких вот домах жили спецпереселенцы годами, десятилетиями. Это быт их. Жили, радовались, а куда деваться? Жить-то надо. Даже спортом занимались на могиле. Хоронили своих умерших товарищей, земляков. Маленькая комната, сделаны рельсы, чемодан стоит и поезд, на которых увозили из Литвы на далекую Колыму, на север, Магадан людей. Пойдемте дальше. Вот тоже какая-то аппаратура чекистов. Так, ну и вот эта вот комната. Здесь уже рассказывается о 70-х, 80-х годах, когда советские люди продолжали протестовать против, точнее, когда литовские жители продолжали протестовать против советской власти. Вот развешивали вот такие вот листовки на домах: оккупанты, вон из Литвы. Вот такие на литовском языке. Особенно это были молодежные организации. Вот здесь вот выход молодежи, 72-й год. Это был случай, когда вот этот вот парень, Ромас Каванта, он себя сжег в знак протеста против советской оккупации. И его тихонько похоронили советские власти, чтобы, скажем так, не возбуждать народ. Когда народ узнал, молодежь узнала о том, что его втайне от всех похоронили, они устроили огромную демонстрацию, вышли на улицы. Вот. Здесь вот о всех героях советского народа, которые боролись за свои права. Вот они, известные деятели. Вот демонстрация, это уже 88-й год. 88-й год, вот уже с флагом Литвы, который был запрещен и считался националистический. Сейчас это государственный флаг Литвы. Вот. Верховный Совет, когда уже демократия начала проникать. А вот знаменитая акция,
когда 3 Балтийские республики, Эстония, Латвия, Литва, вышли и встали в трассу, объединив руки. Вот так вот. Тем самым они там, вышло, по-моему, 2 миллиона человек. Тем самым они показали, что они вместе, все 3 страны, не хотят быть под Советским Союзом, хотят выйти. Балтийский путь называется, вот эта акция. 89-й год. Все 3 страны хотят выйти из Советского Союза. А вот это уже баррикады, 91 год, когда уже началась борьба за независимость Литовской Республики. Везде, вот видите, плакаты висят. Вот эти кадры я опубликовал на странице. Людей, которых танками давили в 91 году, 13 января. Вот гробы этих людей, их похороны. Как я писал уже, что все 14 человек, погибших при борьбе за независимость Литвы в 91 году, в честь всех 14 человек названы улицы в центре Вильнюса. Это демонтаж памятника Ленина. Это войска выходят из Литвы. Вот съезд литовских депутатов объявляет о независимости. А вот это акт о независимости. О том, что Литва вновь объявляется независимым государством. Транспарант: русские колонизаторы, вон из Литвы. Вот он, акция «Балтийский путь». Так, ну а вот это здесь вот комната, где делали фотографии КГБшники. Различная аппаратура для этого у них здесь. Проявляли фотографии. Все сохранено в том самом виде, в каком оно было. Так. Ну и все. На этом фильм наш подошел к концу. Благодарю всех за внимание. Надеюсь, что вам понравилось. Впечатления очень сильные от того, что я увидел. Всех благодарю.